А вы с легкой барской руки отдаете свое культурное наследие. Я говорю тем людям, кто не ценит ни культуру, ни историю, ничего. Далваш, ради братства отдайте им эту землю. Ради братства отдай свой огород, свой дом соседу своему. С соседом вы 30 сантиметров, полметра оспариваете, воюете, кровь проливаете, не разговариваете годами, которые запрещено Всевышним Аллахом, за каких-то 20-30 сантиметров или за забора. А целые куски, целые районы, то, что нужно отдавать по вашему барскому желанию, потому что вы не патриот, потому что у вас кто-то родственник, вы ехали, у вас колесо спустилось, вам кто-то помог, конфетку дал, чай попить, там где-то помахал, где-то переночевать дал, где-то деньги не взял за проживание. Из-за этого нужно отдавать землю? Вы извините меня, вы где видели такое? Это у каждого человека внутри. Я такой, ты такой, помог, колесо поменял, деньги дал, садака, закат дал, сделал все, что угодно. Никаких проблем с этим нету. Ты делаешь это ради Всевышнего Аллаха. А не потому, чтобы завтра ты должен отдать часть земли. Сегодня чеченцев миллионов, 1,5, 2, 3 миллиона, пускай 2 миллиона будет. Они будут все рано или поздно, все начнут возвращаться домой. Куда ты их хочешь поселить? Где они будут жить? Ты все там отдал, здесь отдал. Где кто должен жить? Там 200 тысяч живут. На птичьих правах не дают им вернуть ни земли, ни родные дома. Почти что 2500. Власти Чечни документы все подготовили под козырек, под крючок. Все есть. Говорят, давайте решим вопрос. Нет, надо заморозить. Взяли, заморозили соседним регионам вопрос.